Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире главного национального канала передача «Новый день». И я его ведущий Максим Гоголев. Сегодня на календаре 5 сентября. Сегодня отмечается Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Я призываю сильных мира сего отметить этот день помощью страждущим. Также в далеком 1698 году, 5 сентября, указом Петра I вышел налог на бороды. Отличная новость, что этот налог не действует в наше время. Также сегодня отмечается вкусная дата. Сегодня в Соединенных Штатах отмечается День сырной пиццы. Слава богу, у нас в городе пиццерий очень много. В принципе, можно и дома приготовить пиццу. Но главное, не забудьте наложить побольше, отмечая этот день. Сегодня день рождения великого Фреда Меркьюри. У вас, возможно, есть друзья, знакомые, родственники, которые в этот же день родились. Вы можете их поздравить, позвонив к нам по номеру WhatsApp 8 914 279 22 62. Мы их поздравим, мне кажется, им будет очень приятно. Осень все сильнее входит в свою власть, воздух все прохладнее. А какая погода ждет нас на сегодня, узнаем прямо сейчас. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу управляющей среды, центральные улусы в 6 часов утра 6-9, днем 11-14, Заречье 2-9, днем 11-14. Южные улусы 4-7, днем 15-17 градусов тепла. Вилюйские улусы 9-11, днем 9-17. Нижнеленские улусы 2-5, днем 12-14. Западные улусы 8-9, днем 9-18. Колымо-Индигирские улусы 2-10, днем 8-13. Янские улусы 0+5, днем 7-9. Северо-западные улусы 1-6, днем 4,9. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха была плюс 8 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Днем ожидается 13-15 градусов тепла. Такая погода ожидает нас на сегодня, а я хочу передать слово своим коллегам из информационной службы новостей. В эфире новости и главные события к началу этого дня. В студии Василий Радченко. Доброе утро. С началом нового учебного года, как в Якутии, так и во всей стране, внимание заостряют на питании в учебных учреждениях. Сейчас в регионе горячими блюдами обеспечено 98% учащихся, а для учащихся начальных классов и детей из многодетных и малообеспеченных семей предусматривается компенсация. Так, школьники с 1 по 4 классы в день питаются на 8 рублей 64 копейки, а незащищенные категории на 54 рубля в день. Этой льготой пользуется более 62 тысяч детей в регионе. Также в республике внедряется программа «Рекомендованное меню для школ и детских садов». Учитывая суровый климат, авторы проекта вписали в обязательное меню натуральные продукты. Также можно отслеживать калорийность и качество каждого блюда. Эффективность и новизна нашей программы это в том, что все автоматизируется. Да? 11 школьное питание оно автоматизирует все работы кассы, работы столовой, да, и сотрудники Роспотребнадзора, у них появляется возможность сканирования QR-кода, то есть оно уменьшает трудозатраты сотрудников, да, то есть они просто сканируют QR-код, и там выходит, что это рекомендованное меню, согласовано научно-методическим центром, да. Сейчас планы внедрять данный проект по всей республике Саха-Якутия, и мы надеемся, что у нас все получится.
Между тем, масштабная проверка владельцев самоходных машин продолжается в Якутии. За 8 месяцев 40% всех подобных транспортных средств прошли технический осмотр. Это порядка 5000 единиц техники, из них специалисты Гостехнадзора выявили 155 нарушений. Второй этап профилактической операции «Трактор» стартует с 18 сентября. В ходе него основное внимание уделят регистрации техники, ее техническому состоянию и правилам допуска к управлению. Сегодня проверили технику предприятия «Якутдорстрой», которое занимается уборкой улиц и благоустройством кварталов в столице. В итоге все самоходные машины, а их у предприятия порядка 40 единиц, прошли должную подготовку к осенне-зимнему сезону. Ежегодно они технический осмотр обязаны проходить один раз в год самоходные техники. При выявлении нарушений у нас предусмотрена административная ответственность. Это если при отсутствии регистрации, то на частных лиц у нас штрафы от 1000 до 1500, на должностных лиц от 2000 до 3000. Соответственно, и на юридические лица от 5000 до 10 тысяч за нарушение отсутствия регистрации. Самую северную стоянку древнего человека обнаружили в Якутии. Трехлетняя экспедиция Русского географического общества совместно с Академией наук республики на островах Котельный и Столбовой обернулись рядом сенсационных открытий. Следы древнего человека обнаружили на острове Столбовой. Ранее никаких исследований на этой местности не проводилось. Теперь же археологи планируют продолжить работы. На другом острове не менее важное открытие – останки мамонта со следами человеческого воздействия на кости и бивни. Это может стать свидетельством появления людей на нем 10 и более тысяч лет назад вместо предполагаемых ранее 9 тысяч лет. Также якутские ученые нашли веские доказательства существованию малых мамонтов в одно время с крупными, вопреки мнению о том, что малые формы появились позже. В этом году нашли малые формы эталонного мамонта. Это получается мамонта последним зубом и еще с бивнем. Уже можно в точности уже определить, какого размера бивень мамонта было, развивался бивень мамонта, какого диаметра, длины, веса. Целенаправленно сейчас мы хотим изучить на этот регион. Накануне стартовал фестиваль по вольной борьбе «Игры Ботуров». Соревнования посвящены памяти первого победителя первенства мира среди юношей по вольной борьбе Илариона Федосеева. Самый массовый республиканский детский турнир по борьбе пройдет по 4 возрастным категориям и соберет лучших юных борцов со всего региона. В этом году спортсмены будут состязаться на коврах Центра подготовки «Триумф». Звание лучших дадут ребятам 2002-2009 годов рождения. От себя добавлю, что фестиваль борьбы «Игры Ботуров» впервые состоялся в 1999 году на стадионе Туймада по инициативе первого президента республики Михаила Николаева. В этом году турнир объединил почти 1000 юных борцов. Вы являетесь нашей надеждой. Среди вас, возможно, стоят будущие наши олимпийские чемпионы, как наши, здесь стоят наши легенды Александр Иванов, Павел Пенигин. Учитесь хорошо, ребята, пусть победит сильнейший. Спасибо. На этом у меня пока все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. У нас есть номер WhatsApp 8 914 279 22 62, по которому вы можете написать нам на любую тему. И как раз-таки мы получили одно сообщение. Любимую внучку Рахматуллину Ксению, капитана внутренней службы МЧС, поздравляю с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, дальнейших успехов в службе. Бабушка Полина из Максаваллаха. Безопасность школ – это действительно очень важная тема, да? Заботит всех родителей вообще нашей страны, можно сказать. И на эту тему мы сегодня пригласили к нам гостя Николая Николаевича Фролова, старшего инженера отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия, капитана внутренней службы. Доброе утро. Доброе утро. Николай, расскажите, пожалуйста, какие должны вести работы до учебного года? Так, я начну вначале основания, для которого проводилась у нас приемка образовательных учреждений на территории Республики Саха-Якутия.
Так, цели подготовки к новому учебному году правительством Республики Саха-Якутия принято распоряжение от 25 декабря 2018 года, который указан был состав межведомственной комиссии, в которую входят в межведомственную комиссию представители государственного пожарного надзора, то есть инспектора. И также в распоряжении данном предлагался график. Начиналась работа приемка с 19 июля должна была закончиться 20 августа 2019 года. Но, как показала практика, в некоторых образовательных учреждениях не окончены были плановые строительные работы, ремонтные. Данный график не соблюдался. В связи, получается, ближе к 1 сентября Я надеюсь, что они завершать успеют начали. всё-таки, Да. При приемке, когда были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, своевременно устранялись образовательными учреждениями. Так, на ваш вопрос, что... Да, какие плановые так. работы перед началом учебного года? Основные у нас, получается, руководителями образовательной организации должны провести планово-предупредительные ремонтные работы систем пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, системы оповещения о пожаре. Все должно работать, Да. естественно. Также в соответствии привести пути эвакуации, эвакуационные выходы и первичные средства пожаротушения. А какие мероприятия проводятся в течение года учебного? Так, в течение у нас учебного года общеобразовательные учреждения, а также дошкольные, раз в год ежегодно проверяются инспекторами государственного пожарного надзора согласно плана графика, утвержденного прокуратурой. Так сказать, в тонусе держим школы, детские сады ежегодно. Действительно, да, это Да. очень важно. И давайте зрителям напомним, как вести себя во время пожара. Так, при обнаружении пожара или признаков дыма, повышения температуры, в первую очередь нужно вызвать пожарную охрану. Сотовый телефон 101. Также сообщить при этом объект защиты, адрес объекта защиты, где возник пожар, место возникновения пожара. Также указать свою фамилию и принять посильные меры по эвакуации людей, а также посильные меры по тушению пожара. Тушению пожара, да. Ну, скорее всего, это действительно, ну, не дай бог это случится, да, человек теряется, да. В первую очередь, какая идея должна быть у человека в голове, чтобы не потеряться и не пропасть? Прежде всего, паниковать не надо. Паниковать не надо, как я говорил, в первую очередь надо позвонить в пожарную охрану. Это первое, что нужно сделать. Да. Детям дошкольного возраста, если при обнаружении возгорания, пожара, задымления, сообщить взрослому, если находитесь... Ближайшему взрослому, Да, который находится. да, ближайшему взрослому. Так, и вот я хотел спросить, да, вот, допустим, в случае несчастного случая, да, с какого возраста стоит обучить ребенка правилам первой доброврачебной помощи? С 14 лет. С 14 лет, так, в общеобразовательных учреждениях проводятся уроки, особенность ОБЖ. Так, с 14 лет надо учить ребенка оказывать первую помощь. Ну, допустим, вот представим такую картину, да, действительно это случилось, да, с человеком случилось что-то, ну, допустим, потерял сознание. Как быть ребенку в этом случае, ну, если нет взрослого рядом? Сообщить в скорую помощь, соответственно.
если просто их нету, допустим, да, оказалось, что вот одноклассник просто лежит на полу, и что ему надо сделать? Так, ну, в самую первую очередь, как я повторяюсь, надо позвонить скорую помощь, так что не упустить драгоценные минуты. Да, да. Поток свежего воздуха, допустим, если в помещении находится, открыть окна. Проверить пульс, да, проверить сердцебиение, возможно, Да, конечно. Да. Это, первичные показатели жизнедеятельности. Ага. не дышит. Спасибо вам большое за очень интересную информацию. Да, об этом действительно озабочены все родители. А я продолжаю. У нас есть приятная новость для книголюбов. Национальная библиотека Республики имени Александра Сергеевича Пушкина открылась колл-центр. Сотрудники колл-центра с радостью вам помогут по всем вопросам их компетенции. Давайте посмотрим в следующем сюжете. Национальная библиотека Республики предоставляет достаточно много электронных услуг. И вот недавно открылся колл-центр. Теперь каждый желающий может позвонить и узнать об услугах библиотеки. Записаться в библиотеку, вернее, узнать информацию, как записаться в библиотеку, притом удаленно. Он может продлить книгу, например, да, или узнать, как работает абонемент. Также есть возможность узнать про наши информационные ресурсы и о других услугах библиотеки. Так как проект запустился недавно, пока звонков не так много, отмечают специалисты библиотеки. В среднем сотрудники колл-центра принимают около 5-7 звонков. Вопросы разного характера. Читателя интересует график работы, как записаться в библиотеку, что делать, если читательский билет утерян. Интересуют вопросы по конкретным документам, как его найти и так далее. Звоните, мы рады ответить на любой интересующий вас вопрос по номеру 45 58 55. На сегодняшний день в колл-центре работает 12 сотрудников. Они готовы помочь вам в часы работы библиотеки с 10 утра до 6 вечера. Наталья Колесова, Арсен Степанов. Новый день. К нам пришло сообщение. Доброе утро. Сердечно поздравляем нашу любимую тетю Мирославу Васильевну с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, всех жизненных благ. Крепко обнимаем, целуем, родные из Среднеколымского района. Поздравляем. Герою Владимиру Лонгинову 100 лет. Многие знают эту фамилию по улице, которая находится у нас в Айсарском районе. А кому именно принадлежит эта фамилия, знают немногие. По этому поводу мы пригласили сюда к нам гостей. Ивана Семеновича Стрекавских. Это внучатый племянник по линии сестры Валентины. Да. И Елена Владимировна Надюк, внучатая племянница по линии его родного брата Василия. Доброе утро. Доброе утро. Иван, расскажите, пожалуйста, немного о вашем родственнике-герое. Ну, Владимир Дионисович, мы его, в общем-то, с самого детства так помню, что у нас в семье есть герой Советского Союза. Да. Вот. Наши бабушки так вот, они в свое время ходили на мероприятия, в школы, вот, выступали. Ну и знали, что он получил звезду героя за подвиг, совершенный при форсировании Днепра. Да. Вот. Но как-то мы не углублялись вот, в его, ну, более так глубоко, так, в его жизнь до войны. У нас почему-то она ограничивалась войной. Вот. Родился он, в общем, сейчас, как бы сказать, да, документально, вернее, официальных бумаг нету, которые подтверждают о том, что он родился там-то или там-то, так, поэтому есть населенные пункты в Усялдании, это, значит, село Дюпся и село Бескиёль в горном районе, которые, значит, вот, ну, что он родился либо там, так, вот.
Мы ищем там документы, подтверждающие. Так. Ну, в общем-то, это, конечно, не самое главное, так, потому что его помнят и в Тополином, где он работал по линии страхования. И они тоже его считают своим земляком и гордятся им. Мы вот буквально были, вчера приехали с Горного Улуса, с Бескиоля, где проводились торжества, посвященные столетию. И до этого мы были тоже на торжествах в селе Дюбся и в Барагонцах. Вот, тоже на вот этих мероприятиях. И везде его чтут и помнят. И это очень замечательно. Мы были под большим впечатлением так, о том, что вот в этих местах так его любят и помнят. Вот. Мы встречались с внуками, да, там встречались с детьми тех людей, чьи бабушки там, да, родные, близкие работали с семьей, дружили с семьей. И это было очень, конечно, поразительно. Мне вот очень интересно узнать о ваших прародителях, да, вот фамилия Лонгинова, с каких времен началось вообще? Значит, подготавливаясь к этим мероприятиям, так, и вот, значит, наши родные решили книгу написать, да, вот. И сначала эта книга, там, она как бы касалась непосредственно подвига Владимира Дионисовича, так, его родителей, но когда стали работать наши близкие, я, кстати, хочу поблагодарить их так, вот, за их кропотливый труд. Это многолетний был труд. И вот, особенно Веру Павловну, которая приложила очень много усилий так, именно по созданию вот этой книги. И дошли мы до петровских времен. Вот, это все документально уже зафиксировано. Значит, наши прародители, они, отец Владимира Дионисовича, так, он является шестом колене, так, священнослужителем. Ясно. Вот. Елена, я бы хотел узнать о вашем дедушке Василии. Спасибо, что спросили. Да, мой дедушка был старше нашего героя на 2 года. И по воспоминаниям моего дедушки, он рассказывал, что жили они дружно, хоть и, скажем, не богато, спали с Володей на одной кровати, вместе играли, трудились, вместе работали. Вот. Дед мой стал работать рано, когда еще даже не закончил школу. Он был помощником выездного агента по сбору пушнины. Потом пошел учиться в якутский техникум и стал охотоведом. И, в общем, все это время он продолжал работать, помогая содержать своих братьев и сестер. И накопил такой богатый опыт, что к 24 годам он уже написал книгу, где передавал именно вот опыт охотоведов, технологии, производства, как было поставлено на тот момент. И потом эту книгу наша родственница Ирина Готовцева, она нашла в музее. Вот такая книжка, она называется «На песцовом промысле. Стахановцы Арктики». Вот. И когда началась война, многие были призваны на фронт, ушли. И, конечно, мой дед, он тоже очень хотел пойти на фронт, но его не отпустили, потому что должен был остаться человек надежный, верный, который бы сохранил то, что имелось, не дал бы пропасть вот многолетнему труду, вот именно производству пушнины, рыбному производству. И поэтому было принято решение, чтобы он остался в тылу, ему доверить это. И вот вообще с 25 лет он уже занимал руководящую должность. И всячески содействовал, вот, значит, чтобы промышленность процветала. Спасибо большое. Действительно, да, наши телезрители, теперь вы знаете, чье имя носит улица Лонгинова. В дальнейшей теме
А вы знаете, наши дорогие телезрители, что с сентября месяца вы можете узнать о запретах по продаже квартиры буквально за несколько минут. Об этом в нашем следующем сюжете. По действующим нормам выписка о зарегистрированных правах на объект недвижимости предоставляется по запросу в срок не более 3 рабочих дней. Но люди хотят иметь документ здесь и сейчас. Поэтому на сайте Федеральной кадастровой палаты Росреестра заработал сервис, который позволяет в считанные минуты получить выписку из Единого госреестра недвижимости. Он поможет при срочной продаже квартиры или дачи, когда покупателям нужно доказать, что жилье чистое, без ограничений и обременений. Благодаря новому сервису не нужно будет заполнять множество полей. Чтобы заказать выписку из Госреестра, достаточно иметь авторизацию на портале госуслуг и знать адрес, либо кадастровый номер дома или квартиры. Сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости являются общедоступными и предоставляются по запросу любого лица. Это закреплено законом о государственной регистрации недвижимости. Это значит, что каждый человек может запросить информацию о том, кому принадлежит конкретный объект недвижимости и сколько раз этот объект был предметом сделок. Например, потенциальный покупатель перед покупкой квартиры интересуется, кто является собственником, есть ли обременение и ограничения на использование объекта. Эта информация общедоступная. Кстати, собственник же может запросить справку о лицах, которые получили информацию о его объекте. Сегодняшнего дня, 5 сентября, выйдет фильм «Оно 2». Это просто страшная история, да, из детства, которую повторили к нам, когда мы уже повзрослели. Вы помните этот фильм, когда вы его посмотрели впервые? Это, по-моему, было где-то в 80-х либо 90-х. Это был первобытный детский страх. И сейчас его покажут второй раз. На этом я прощаюсь с вами. Я хочу, чтобы солнце над вами никогда не садилось, чтобы время работало на вас от заката до рассвета. И вам желаю удачи, хорошего дня. Будьте с нами.